Добрый вечер, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Вчера на наших телеканалах, также на телеканале коллег «Россия-24» и «Радио России» состоялась большая прямая линия с главой Якутии Айсеном Николаевым, где каждый житель нашей республики мог задать интересующий его вопрос. Наибольшее количество вопросов касались сферы ЖКХ и здравоохранения. В частности, было очень большое количество вопросов о борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что мы уже 2 года живем в новой реальности, вопросов не становится меньше. Поэтому сегодня мы решили обсудить эпидемиологическую ситуацию, ну и другие вопросы с заместителем председателя правительства Якутии Ольгой Балабкиной. Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с коронавируса. Да, вы заместитель председателя оперативного штаба. Многие считают, что вы председатель оперативного штаба. В народе уже говорят оперштаб Балабкиной. Но, наверное, вы знаете уже о коронавирусе все. Вот расскажите, что самое сложное, что меньше всего поддается контролю и какие решения можно назвать самыми удачными. Наверное, прежде всего еще раз добрый вечер. Конечно же, коронавирус достаточно плотно вошел в нашу жизнь, и сказать о том, что, Ирина, мы уже живем прям в реальной, новой реальности, достаточно сложно, потому что нам очень многим, и, наверное, еще большинству, хочется вернуться в доковидное время. И вот это возвращение в доковидное время и непризнание уже существующей ситуации, оно во многом тормозит и процессы, связанные в том числе с борьбой с коронавирусом, с предотвращением его распространения. Потому что действительно совершенно не хочется поверить в том, что нам во многом придется изменить жизнь. Жизнь не только в семье, жизнь придется изменить на работе, жизнь придется изменить в обществе, возможно, более внимательно относиться к своему здоровью. Поэтому вот эта вот новая реальность, она сегодня достаточно тяжело воспринимается нами, но нам необходимо ее пережить и к ней начинать привыкать. И прежде всего, конечно же, понимая то, что Российская Федерация сегодня достигла вообще совершенно вот такого прорыва в области здравоохранения, оно связано с изобретением вакцины, то, естественно, совершенно четко мы должны понимать, что эта защита у нас есть, и сегодня все, безусловно, пользоваться этой вакциной. И, соответственно, признать, что она необходима нам для того, чтобы здоровье было наше нормальным, и чтобы мы вернулись к полноценной жизни именно в общении с друг другом, а не доходили до каких-то таких вот ограниченных пространств, ограниченных движений, ограниченного общения. Мы в любом случае уже начинаем это бояться. Знаете, Ольга Валерьевна, если вот в начале пандемии люди делились на 2 части, одни думали, что коронавируса нет, что это все придумано, да, вторые понимали, что это пандемия. Сейчас, мне кажется, разделение уже такое, что часть людей верит, что мы это переживем и вернемся, как вы сказали, в доковидную реальность, да, а часть уже думает, что мир уже поменялся и уже вот надо жить так. Вы как считаете? Чем больше будет людей, которые будут признавать о том, что уже новые реальности, да, тем будет проще нам в том числе и строить работу и быть услышанным власти. Ведь для нас сегодня важно, чтобы власть услышала население, услышали в каждой семье. Ведь не зря мы продолжаем тот проект, который вот, Ирина, мы вместе с вами начали, практически ежедневные брифинги. Не для того, чтобы назвать и напугать кого-то количеством вакцинированных, а для того, чтобы предупредить о том, какая тенденция по той или иной стадии сегодняшнего течения заболевания сложилась. Ведь у нас же и наши брифинги, они претерпевали некоторые вот такие вот моменты, да, связанные с тем, что мы несем. И если в первые дни мы говорили, там такое-то количество заболевших, потом мы делали акцент, такие-то введены ограничения. Потом мы говорим, что давайте соблюдайте такие-то ограничения. У нас выявились такие-то проблемы. Необходимо вакцинироваться окружению беременных. Необходимо работать с родительской общественностью для того, чтобы дети легче перенесли 1 сентября. И все эти, пожалуйста, берегите пожилых, взрослых и так далее. Соблюдайте дистанцию, введите, то есть власть постоянно давала те ориентиры, которые вместе с населением возможно было преодолеть.
И вместе с населением, тогда уже население в качестве помощника, да, как бы выступает для того, чтобы вместе бороться с этим коронавирусом. Я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос моей сегодняшней гости можно, позвонив по телефону в студию 8 41 12 42 14 39, или отправить текстовое сообщение на номер горячей линии в мессенджере WhatsApp, номер 8 914 235 0502. Ну вот вы как раз заговорили о детях, да, все школы Якутска с понедельника перешли на дистанционное обучение. Вот растет количество случаев заболевания среди детей, при этом дети стали болеть тяжело. Вот насколько тяжелая ситуация действительно? Ну, давайте исходим из того, что в целом по республике в ряде муниципальных образований принято решение о переводе детей на дистанционное обучение. Ну, не только в Якутске. Да, не только в Якутске. Что касается Якутска, то принято решение о переводе на дистанционное обучение в связи с превышением порога по ОРВИ и гриппу. То есть не с ковидом? Не с ковидом. Поэтому сегодня нам необходимо дальше продолжить прежде всего вакцинацию по гриппу, которая, значит, в республике началась. И, соответственно, как мы уже говорили, также власти доносили до населения и создали все условия. Значит, прежде всего вакцинация от гриппа для того, чтобы это мы могли избежать. В ряде же районов в связи все-таки с другими обстоятельствами принят ряд решений именно с ограничениями по ковиду. Это, безусловно, как бы в каждый район рассматривался индивидуально. Кто-то до сих пор из районов вообще продолжает и без всяких вопросов осуществляет обучение. Это в основном те районы, в которых высочайший уровень вакцинирования. Да, как такового. Все-таки вакцинация от ковида, она сыграла свою роль. Да? Ученые уже будут говорить о том, насколько сформировался коллективный иммунитет, какой он должен быть по количеству. Да? Но в настоящий момент по ряду районов, значит, мы видим реальную ситуацию тогда, когда высокий уровень вакцинации, меньшее количество смертей. В том числе, значит, тех, кто заболел коронавирусом. Вот здесь еще раз хочу обратить внимание, на этом вчера глава республики Александр Сергеевич Николаев очень четко непосредственно акцент поставил. Да, акцент расставил на прямом эфире. У нас сегодня нет другого способа защиты, кроме вакцинации. А дети все-таки действительно болеют? Да, дети действительно болеют. Нужно сказать, что сегодня среди заболевших у нас 20% детей, но у нас сегодня в инфекционных стационарах 5% находятся ребятишек. Для них у нас, значит, в районах есть отдельные палаты. Очень много возникает вопросов о том, что, значит, как быть там мамочка вместе с ребенком или с папой. Очень много таких бытовых моментов, да, потому что болеют в основном семьи. Ну и, соответственно, значит, сегодня и детский инфекционный стационар, он у нас сразу был готов, и он продолжает работать и в городе Якутске в том числе. А вот где еще, кроме Якутска, ситуация с коронавирусом остается напряженной? Ну, понятно, что там в Мирном, Нерюнгри, крупных городах, а еще вы в каких знаете, районах? вот если в Мирном и в Нерюнгри, да, вот ситуация, которая у нас была с момента, вообще мы прекрасно понимали и прогнозировали, что большинство населения, уезжающего в отпуск, это Мирный, Нерюнгри, Ленская Алдан. И поэтому они давали этот подъем при, значит, так сказать, совокупности двух условий. Это люди вернулись с отпусков к 1 сентября, и, соответственно, они начинали возвращаться где-то вот с середины августа. Этот подъем ярко выраженный был. И привоз новой рабочей силы в эти, значит, наши города, которые являются промышленными, и, соответственно, значит, оно было совершенно объективно, мы были к этому готовы. Немного, значит, сложнее оказалась ситуация в Мирном, почему мы туда выезжали вместе с главой республики. И глава поставила вопросы, потому что там возникали ситуации, связанные параллельно с пожарами, и было сложно. Да, сложно, соответственно, в том числе вести диалог с населением, и немного произошло расслабление со стороны органа местного самоуправления с точки зрения контроля. Ольга Юрьевна, у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире. Алло, здравствуйте, задавайте ваш вопрос. Что-то не алло, ладно, тогда я задам. Алло, да? Тогда я задам. Что, значит, можно продолжить, да, Ирина? А вот что касается непосредственно сельских районов, то здесь подъем сегодня, значит, если мы стабилизировали ситуацию в Сунтарском, то мы пока не можем стабилизировать ситуацию вместе с оперативным штабом на месте в Чурапчинском районе.
Сложная остается ситуация в Нюрбинском районе, сложная ситуация остается в Усть-Алданском районе. Вот эти улусы, они пока достаточно сложно идут и дают большое количество практически каждый день. Тяжелой является ситуация в Вилюйске и немного стабилизировалась в верхневилюйских улусах. А вот как проходит вакцинация? Кто чаще ставит прививки? Люди старшего возраста или молодежь? Кто более сознательный, кто более ответственный? И есть ли такие районы или там на слегах, где стопроцентная вакцинация? Давайте начнем, кто чаще ставит прививки. Мы ставили задачу сохранять пожилых, и поэтому в приоритете было две группы. Прежде всего, медицинские работники и те, кто работает, и кто определен в постановлении Роспотребнадзора, работающие с людьми, для того, чтобы разрыв контактов произошел за счет вакцинации. Второе, мы ставили задачу, это лица старше 65 лет. Республика долгое время была в аутсайдерах по Российской Федерации по вакцинации пожилых граждан. Это была, наверное, самая сложная работа, которую нам пришлось проводить, убеждая наше старшее поколение вакцинироваться. И поэтому на настоящий момент мы уже в десятке лучших по стране по количеству вакцинируемых старше 65+. Но, тем не менее, в доле вакцинированных сегодня у нас преобладают люди среднего поколения. Не молодежь, не старшее, а среднее поколение. Это работающие, активные работающие люди, да. И именно вот они как бы сегодня, большинство из них все-таки как бы не говорили о том, что мы там заставляем, давим, принуждаем, чего только не придумываем, да. Но я думаю, что каждый, наверное, благодарен за то, что он когда-то, пусть даже под каким-то давлением, на вакцинацию прошел. Ну вот были сообщения о том, что якутяне предпочитают вакцину «Спутник». Вот так ли это? И Все изменилась страна ли ситуация? предпочитает вакцину «Спутник». Не только якутяне, но на настоящий момент достаточное количество вакцины «Спутник» на территории республики. Это доступная вакцина. Вообще существует 4 вакцины сейчас. Вот посмотрим, как выйдет на базе «Спутника» соответствующая вакцина для несовершеннолетних. Ну, соответственно, дальше будем продолжать вакцинацию. А когда она появится примерно? Мы ждем установок. Ждем, да? А может быть, осенью стали выбирать чаще «Спутник Лайт»? Вот многим уже ревакцинацию делать пора. Ну, наверное, сегодня мы все-таки исходим из такой вот общей позиции о том, что «Спутник Лайт» хорош для ревакцинации. Но это вот мое сугубо личное мнение. Но вот я вакцинировалась «Спутником», наверное, пора уже ревакцинацию делать. А вы какую вакцину выбрали? Я вакцинировалась «Спутником», и ревакцинацию я прошла «Спутником Лайт». То есть уже ревакцинацию? Да, конечно, у меня уже наступил период тогда, когда я должна была пройти ревакцинацию по истечении 6 месяцев. Если был «Спутник Лайт» чуть-чуть пораньше, я бы, наверное, на 5-м месяце точно пошла и проревакцинировалась. Но прививка ведь все равно не дает стопроцентной гарантии того, что ты не заболеешь. Никакая прививка этого не дает. Но считается, что болезнь переносится гораздо легче. Вот как часто люди, переболевшие уже ковидом или там, сделавшие прививку, вновь заболевают? Ну, сегодня есть статистика, значит, непосредственно она подводится Минздравом практически, значит, каждый день. Действительно, у нас на койках попадают в том числе люди вакцинированные. При этом необходимо обратить внимание, что разные, то есть разные категории. У кого-то не успел сформироваться иммунитет, у кого-то, возможно, очень жесткий контакт, значит, с более сильным штаммом. А дельта является более сильным штаммом. А у нас сегодня в республике в основном циркулирует дельта-штамм. Но мы видим, и медики наши наблюдают, по наблюдению наших медиков, действительно, те люди, которые вакцинировались, у нас как бы, вот знаете, спокойствия больше тогда, когда приходят вакцинированные люди, больше надежды на спасение. И вот на WhatsApp пришел вопрос, почему детей в улусах не отправляют на удаленку. Ведь у нас тоже очень много случаев заболевания. Улус, к сожалению, не назвали. Да, есть очень четкая формула, после которой детей отправляют на удаленку. Ну и есть эпидемиологические правила, да, потому что дети только сформировали свой, значит, определенный вот микроклимат в классе или в школе, или, значит, там, где бы они ни были. Сейчас они опять, попадая к родителям и на длительный уходят от, так сказать, уже возникшего иммунитета, и поэтому здесь очень четко, очень аккуратно решение принимает РП.
Роспотребнадзор, соответствующий УЛУС, оценивая очень много факторов. Начиная от количества тестирования, заканчивая вообще протеканием этого заболевания. То есть Роспотребнадзор рекомендует, а Да. на основе этой рекомендации уже муниципалитет Да, выносит решает, да? оперативный штаб муниципалитета, выносит это решение. Просто здесь не бывает такого, много заболело. Да, как бы складываются все факторы от наличия коек, да, заканчивая, вот еще раз обращаю внимание, количеством тестирования. Вот, кстати, вы не сказали, все-таки стопроцентная вакцинация у нас где-то есть? Нет, у нас нет стопроцентной вакцинации. Ну, давайте так, да. Понимание стопроцентной вакцинации. Для достижения коллективного иммунитета, по мнению эпидемиологов, необходимо 80% взрослого населения. К такому, значит, непосредственно количеству вакцинированных у нас приближается ряд северных улусов. К таким улусам относятся Среднеколымский, Алайховский и Момский улус. Можно сказать о том, что и в этих улусах появляется достаточно часто информация о том, что появился заболевший. Да, да, они действительно есть, но вот мои беседы с главами улусов, они, например, совершенно спокойно уверены, они говорят, да, мы отслеживаем, они приехали, мы отличили, если они кого-то заразили, легкое течение заболеваний. То есть они уже понимают, что у них хорошая защита есть. Вот у них есть это в этом осознание. Да? Но без завоза невозможно. То есть в любом случае вирус где-то может попадать. И у нас опять есть звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. А в эфире почему не выходит-то? Эфир идет немножко с задержкой. Ясненько. У меня вопрос такой. Вот, я переболел ковидом, да? Переболел уже. Алло, слышно, нет? Да, слышно. Быстрее задавайте. У нас же время все-таки не резиновое. Я переболел, ковидом я переболел. Почему организация меня заставляет делать вакцинацию? У меня свой уже менталитет есть, получается. Давайте вот каждый конкретный вопрос, который у вас возникает, лучше рассматривать отдельно. Я думаю, что мы оперативно вам на телеграм-канале Оперштаба дадим информацию. Потом все зависит от организации и когда вы переболели. Кроме того, я обращаю внимание, кто считается переболевшим. Переболевшим считается то лицо, которое попадало в поле зрения медицинских работников и находится в федеральном регистре. Поэтому нюансов очень много, односложно ответить на это невозможно. Нужно рассматривать ситуацию индивидуально. Хорошо, спасибо. Ольга Валерьевна, смотрите, у нас вот в Якутии мигрантов еще не прививают. А мы с ними каждый день контактируем, покупаем там овощи, фрукты, там, что-то. Вот когда иностранцы в Якутии смогут получить прививку? Вообще есть Давайте такие планы? вначале мы начнем с того, что иностранцев настолько мало, что угрозы какой-либо они не представляют от того, что вы покупаете у них овощи и фрукты. Начнем с этого. Давайте начнем вакцинировать соседей, родителей в вашей школе у вашего ребенка, родителей ребенка в детском саду, того, кто работает из местного населения. Давайте подумаем, в том числе прежде всего, о тех, кто рядом с нами. Мигрантов сейчас получено, значит, мы достаточно долго получали это согласие. По стране они провакцинированы только в городе Москва. Согласие мы это получили, сейчас отработаем схему получения вакцины, и они будут провакцинированы. Но в моем понимании поиск какого-то вреда и базового места распространения вакцины в мигрантах – это из категории «мы можем, а кто-то нет». То есть нужно сейчас беспокоиться о том, чтобы провакцинировались ваши соседи и родители. Нет, но все равно они работают таксистами, например, это же у них очень много контактов. Еще раз обращаю внимание, да, давайте подумаем о себе. Это все, что касается мигрантов, сейчас вопрос будет решен в ближайшее время. Ну хорошо. Ольга Валерьевна, а правда, что вы сами болели ковидом? Нет, я не болела ковидом. Я бы об этом объявила, являясь заместителем руководителя оперативного штаба. Давайте отвлечемся от коронавируса. Да, буквально на прошлой неделе у нас выборы закончились. Выбрали депутатов Госдумы, Илтумен. Вы 10 лет были депутатом. Вот сейчас замещаете председателя правительства. Хотелось бы когда-нибудь стать депутатом Госдумы? Были такие мысли? У меня совершенно другие планы в жизни. Не манит политика большая?
Ну, я считаю, что та политика, которую я сейчас реализую с главой Республики Саха-Якутия Асеном Николаевым, более чем большая политика. Кроме того, я реализуюсь в полной мере, потому что мое второе образование – антикризисное управление. Ну вот как раз, как вы им пользуетесь? Но сегодня вся работа оперативного штаба построена на тех знаниях, которые я получала в РАНХИКСе по данному образованию. А результаты выборов как-нибудь прокомментируете? Ну, наверное, как член партии «Единая Россия» я прокомментирую данные результаты выборов. Безусловно, я поздравляю всех депутатов, которые стали от Республики Саха-Якутия. И, безусловно, хочу сказать, что и в «Единой России» необходимо все-таки наладить диалог с населением. Ближе быть к народу. Но я думаю, что она близка, но нужен диалог. Вот еще, смотрите, вы не понаслышке знаете о экономических проблемах моногородов, вы ведь сами из Алдана, из Нижнего Куранаха. Вот правительство России сейчас обсуждает вопрос о строительстве в Сибири, на Дальнем Востоке новых моногородов. Вот как вы? Вы знаете, я не думаю, что есть большое количество людей, которые хотят связывать свою жизнь с селом. Да? Есть только те, кто к селу уже достаточно хорошо привык. Посмотрите, какой отток молодежи идет из села сегодня. Да? И ведь сегодня вот таких возможностей для того, чтобы найти способы нахождения на селе комфортного, или для того, чтобы закрепился на селе врач, на селе, чтобы закрепился учитель, мы применяем разные способы. Вот от земского доктора, земского фельдшера предоставляем квартиры. Не желает молодежь жить на селе. Поэтому, безусловно, создание новых городов – это как создание новых комфортных условий труда. Другая история. Совершенно другая история. Я бы на нее посмотрела с какой позиции. А на базе чего мы будем создавать эти моногорода? Если эти моногорода будут создаваться на базе неких добывающих проектов, то это совершенно история, которая будет иметь свой век и короткий. А если мы сегодня будем создавать города на новых будущих специальностях, посмотрите указ главы Республики Саха-Якутия по городу Якутску. Ведь о чем он говорит? О том, что миссия города Якутска – стать городом, в котором будет развиваться в том числе новая отрасль, такая как IT. И это даст новую жизнь этому городу. И к этому мы сегодня стремимся. Вот тогда у этого города есть будущее. А он может быть как тот, которому 400 лет, так и совершенно молодым. Он должен быть рассчитан на будущее, а не на потребление полезных ископаемых. Поэтому тогда, когда многие политики высказали эту позицию, я думаю, что она совершенно имеет четкое философское и нормальное обоснование и отвечает простой человеческой потребности – переехать в более комфортные условия жизни. Ну так все-таки нужно на селе создавать более комфортные условия жизни? Нет, я думаю, что совершенно верно, что это будут города. Потому что сегодня на селе достаточно сложно создавать комфортные условия жизни. Практически невозможно, потому что город, он все равно, как городская агломерация, это более такая вот пространство более серьезное. Ну, то есть с урбанизацией уже ничего не поделаешь, это наше будущее. Это же изначально всегда было, село стремится в город. Безусловно, у села есть своя функция, она уникальна. Наши села вообще прекрасны, да, сами по себе, но такого вот уклада патриархального, как в селе, нет практически нигде. Но молодежь стремится в города. Давайте их спросим, почему. Ну вот отмечено, что Якутия – это единственный регион Дальнего Востока, у которого нормальные демографические показатели, не отрицательные. Но это все отмечают. Вот, однако, если посмотреть новости 2017 года, то тогда говорили торжественно, что к столетию республики мы достигнем планки в 1 000 000 жителей. Вот что не так пошло? Нет, пошло все, наверное, так. Да, все пошло не так. Просто 3 года назад при приходе Асена Сергеевича Николаева, я это не скрываю, говорила всегда публично, были проанализированы все меры демографической политики, и меры демографические, которые были в целом в республике. Оказалось, что мер поддержки демографических в республике не было. В силу определенных обстоятельств это были меры социальной поддержки групп населения, молодых и будущих мам, чей доход, он там находился ниже определенной кратности прожиточного минимума.
Арсен Сергеевич Николаев первый принял решение, по которому демографические меры направлены на все группы населения, независимо от дохода. Я имею в виду здесь на субъектовом уровне. Да? Тогда как уже эта позиция значит, непосредственно совершенно четко прослеживалась как тенденция с федерального центра. Возможно, это сегодня нас спасло и за 3 года, поэтому нам удается удержать положительную тенденцию по рождению. Положительную тенденцию по рождению мы действительно держим порядка вот уже 2-й год подряд, 8-е, 9-е место в стране после ряда Кавказских республик, после, значит, если я не ошибаюсь, Тывы. И вот здесь необходимо обратить внимание на то, что правильно выбраны были и вовремя акценты. Поддержать 3-го ребенка, поддержать многодетных. Да? И вот этот вот ряд, комплекс мер именно демографического характера, не мер социальной поддержки. Ну, то есть независимо от дохода да, многодетных, независимо от дохода 3-го ребенка. Да, и это дало сегодня толчок. Да, потому что мы начинали уже просто проседать в данном направлении, и при этом, когда нам указывали об этом федеральные органы государственной власти, что у вас их нет, мы каждый раз говорили, ну как же, мы же столько тратим и так далее. И оказалось, что содержание нормы нужно было пересмотреть изначально. И она пересмотрена, поэтому это удается удержать. А нацпроект «Демография»? Нацпроект «Демография» – это один из национальных проектов, который прежде всего направлен на то, чтобы мамочка работала. Да, почему? Потому что там четко выстроенные показатели, в которых значит, у нас создаются ясли и детские сады. Ведь при первой реализации нацпроекта «Демография» было достаточно сложно, и многие даже при составлении очереди, они отказывались от того, что 3-месячного ребенка можно отвезти в ясли. А ведь созданием этого мамочка высвобождалась, чтобы в том числе и она могла работать. Вот о чем нацпроект «Демография» с одной стороны. И второй, естественно, большой блок, опять же, по пособиям на детей. Вот это вот действие синергии с мерами, которые принял глава республики. Вообще, вот это вот та политика, которую сегодня проводится Арсеном Сергеевичем Николаевым, как главой республики, в связи с ее полным корреспондированием с федеральной российской политикой и теми значит, тенденциями, которые определяет президент страны, оно нам и дает ход вперед. И вот этот вот такой тандем, да, как и положено в федеральном государстве, он дает возможность развиваться. Ольга Валерьевна, вы курируете в целом социальный блок, не только здравоохранение. Вот скажите, какая сейчас самая болевая точка в социальной сфере и как она решается? Ну, я думаю, что сейчас самая болевая точка в социальной сфере – это все-таки решить вопрос по повышению заработной платы бюджетной сферы, которая находится за пределами майских указов. То есть если для определенной категории значит, учителей, значит, преподавателей вузов, воспитателей детских садов, значит, медицинских работников, да, мы достигли определенного рода такого вот уже хорошего составляющего по содержанию заработной платы, по размеру, особенно с учетом коэффициентов и надбавок, то лица, которые у нас оказались за майскими указами, они немного оказались в состоянии все-таки небольшой заработной платы. В связи с этим вот сейчас, значит, вот это наша задача прежде всего разрешить эту ситуацию. И я не скрываю, с маленькой заработной платой, именно с маленькой, с небольшой, что не делает престижности, оказались и государственные и муниципальные служащие. Поэтому с маленькой заработной платой у нас сегодня находятся прочие работники за пределами майского указа, но имеющие высшее образование, бухгалтера, юристы. Журналисты, Ольга Валерьевна. Вот видишь, да, Ирина, ты мне подсказываешь. Потому что у библиотекарей зарплата сейчас больше, чем у журналиста. Ну, наверное, да, поэтому мы и спрашиваем сегодня с библиотекаря больше, в том числе по проектам, там, мобильные библиотеки открываются, модельные библиотеки открываются, да. Вот, и вот это сегодня болевая проблема. Вот над ней мы, во-первых, подходим тоже к ее вопросу, опять же, постепенно, но она прям должна быть в нахождении разрешения. Это одна из болевых задач сегодня. Ольга Валерьевна, вопросы к сегодняшней программе, как и ко многим нашим программам, нам помогли подготовить коллеги Центра управления регионов. Они отобрали для нашего эфира самые актуальные вопросы, которые задают пользователи в соцсетях. И вот один из них: как ковид повлиял на оснащенность больниц и поликлиник? Ну, ковид сейчас во многом непосредственно оснащенность больниц и поликлиник
во многом приведет в состояние, когда придется делать новое переоснащение. То есть если бы, ну, когда я понимаю, что поступает такой вопрос, да, хотелось бы услышать, да, благодаря ковиду мы получили новое оборудование и так далее. Но поверьте мне, использование этого нового оборудования вот в ковидный период, использование в ковидных госпиталях приведет к тому, что мы даже очень много потеряем из того, что у нас было, потому что мы отдавали лучшее для того, чтобы быстрее, как можно меньше снизить смертность. Хотя у нас достаточно большое обновление произошло. Не ковид повлиял сегодня на оснащение наших больниц и поликлиник, а программа модернизации, которая подписана президентом страны, модернизации первичного звена. По программе, и нацпроект здравоохранения. И нацпроект здравоохранения, да, которые позволяют сегодня нам, вот очень многие, да, я тоже читала в сетях, когда критиковали и говорили о том, что, ой, а что это с радостью раздали 44 машины, там, буханки, которые почему-то вдруг назвали скорая помощь. Ну, конечно, это не скорая помощь. Это те машины, которые будут выполнять хозяйские функции в условиях наших сел. Да. Это безусловно так. Но вы не представляете, насколько им радовались главные врачи. Они радовались этому, потому что это тот инструмент, который им сегодня необходим. И поверьте мне, не для того, чтобы ездить из дома на работу. Ольга Валерьевна, у вас довольно активный и популярный телеграм-канал «Балабкины бриф». Я знаю, что вы его сами вели, начинали, вот, а сейчас по-прежнему ведете сами или поручили уже кому-то? Нет, я его, безусловно, поручила вести, и при этом он вообще не был никак, как ты помнишь, да, он не был связан с ковидом вообще. То есть мне немного, и я этого никогда не скрывала, не нравилась очень многое подача и уход наших многих государственных СМИ в какую-то определенную желтуху, где-то какой-то поиск каких-то вот вариантов того, чтобы там их обязательно прочитали. И поэтому вот я приняла такое решение, все позитивное, что есть в социальной сфере республики, выкладывать в этот канал. Но с учетом того, что он постоянно стал расширяться, и кроме вот функции такой, как социальный навигатор, он уже стал известен и за пределами республики. Да, даже ко мне вот в последнюю командировку подходили замгубернатора других субъектов и говорили, а мы вас знаем, у вас есть свой телеграм-канал. Мы вас читаем и по нему читаем, что делается в Якутии. И вот тогда, когда ко мне в каком-то субъекте Российской Федерации или где-то за пределами субъекта будут подходить и говорить, я это видел на ваших государственных телеграм-каналах, поверьте мне, дорогие мои государственные журналисты, работающие в государственных изданиях, я его сразу закрою. Все, последний вопрос. Те же телеграм-каналы вас называют главной блондинкой Якутии. Согласны вы с этим определением? Ну, во-первых, я блондинка от рождения и очень горда тем, что вот, значит, однажды меня природа и мои родители наградили вот этим вот пушистым цветом волос, таким вот, я вообще горжусь, да, действительно своим цветом волос. Вот. Другой разговор. Я понимаю, да, что вкладывают сегодня в слово блондинка. Я не совсем же блондинка, правильно? Да? Вот. Ну, что я хочу сказать? Я хочу сказать одно, что существует исследование. Я натуральная блондинка. А вот от гидроперита иногда в мозг попадает. Ну что ж, спасибо большое за вашу работу. Мы все оценим ваш труд, прекрасно понимаем, насколько большая ответственность лежит на ваших хрупких женских плечах. И также на всех, кто ведет эту сложную борьбу с коронавирусом. Надеемся, что мы все-таки скоро вакцинируемся на 80%, на 85%, да, и справимся с COVID-19, жизнь станет чуточку легче и проще. На этом выпуск нашей программы подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите Якутия Лайв по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.